Добрый день, геометрия, 7-9 класс, автор Атанасян, задача 756. Решение представлено для сайта megaboton.ru. Начертите попарно неколлинеарные векторы x, y и z. Вот у нас есть три вектора, и они попарно неколлинеарные. То есть x, y неколлинеарные, y, z неколлинеарные, x, z тоже неколлинеарные векторы. То есть лежат не на одной прямой и не на параллельных прямых. Первое нам надо построить x минус y, разность векторов. Первое у нас вектор x минус вектор y. Разность векторов можно еще записать по-другому. У нас, например, вектор, если мы возьмем вектор а и b, вектор а минус вектор b, это то же самое, что и вектор а плюс вектор минус b. А что такое у нас минус b? Минус b и вектор b это у нас, вот у нас вектор b и вот вектор минус b. Это противоположные векторы. То есть они лежат, они коллинеарные, но у них противоположное направление. Вот у нас есть, например, вектор y. Построим противоположный ему вектор. Строим параллельный отрезок. Отрезок по длине равный этому вектору, но противоположное направление. Это у нас вектор минус y. То есть вектор по длине равен, коллинеарен, но противоположно направлен. Первое, что мы делаем, мы откладываем, отмечаем точку и от этой точки откладываем вектор x. Измерим этот отрезок 5 сантиметров, откладываем вектор равный 5 сантиметрам. Вектор x у нас готов. Нам надо найти x минус y, то есть мы должны построить минус y. Измерим длину этого вектора 7 сантиметров, откладываем этот вектор. Вектор, который мы сейчас откладываем по длине, будет равен вектору y, параллелен вектору y, но иметь противоположное направление. Вот, мы ему задали противоположное направление. Это у нас минус y. Теперь соединяем начало и конец этих векторов и найдем вектор x минус y, то есть разность этих векторов. Вектор x минус вектор y. Первое задание мы выполнили. Следующее задание у нас разность векторов будет z минус y. Вот у нас вектор z, вот у нас вектор y. Опять же у нас z минус y, то есть z плюс вектор минус y, то есть противоположный вектор. Выбираем точку. От этой точки мы сейчас будем откладывать вектор z. Измеряем длину этого вектора 5 сантиметров. Откладываем эти 5 сантиметров и задаем направление этому отрезку. Задали. Вектор z у нас готов. Теперь мы должны вычесть. У нас тут z минус y. Вектор минус y, то есть противоположный вектор. Опять же 7 сантиметров. Откладываем эти 7 сантиметров. Мы должны отложить в эту сторону. Поэтому лучше взять точку подальше. Вот у нас точка. Откладываем опять вектор z 5 сантиметров. Откладываем вектор минус y. Вот отложили этот вектор минус y. И получили вот такой вектор. Это у нас вектор минус y. А это у нас разность этих двух векторов. Вектор z минус вектор y. И еще у нас должен быть... У нас рисунки сейчас совпадают только потому, что у нас вектор z тоже 5 сантиметров, вектор x тоже 5 сантиметров. То есть модули этих векторов, длины этих векторов у нас равны. Поэтому у нас получились одинаковые треугольники. Последний это у нас x минус z. Здесь у нас вектор x минус вектор z. Вектор x. Берем точку. Откладываем вектор x. 5 сантиметров отрезок. Даем направление. Вектор x готов. Вектор минус z. Мы видим направление этого вектора и длина тоже у него 5 сантиметров. Минус z будет иметь противоположное направление, то есть направлен вот в эту сторону.
Это у нас минус z. И мы получим разность этих векторов. У нас получится x минус z.